праздником вас, Роза Константиновна. Спасибо большое. Первый адресат для поздравлений – Роза Сайбель. Роза Константиновна 32 года проработала в Знамени труда корректором. Помнит, как газета менялась, какие материалы были тогда, какие ошибки допускали авторы тогда и сейчас. То мы много писали о тружениках, конечно, да. В основном-то и о нефтяниках, но и культуру мы освещали, и детские коллективы не забывали, и, ну что еще, и село. Вот сейчас, конечно, у вас сельских корреспондентов нет, да? Вот поедете к Анатолию Петровичу, он-то как раз у нас по селу был мастер. Анатолий Чернышов второй в очереди за поздравлениями. И если Роза Сайбель по традиции готовит подарок в ответ, то Анатолий Петрович готовит к профессиональному празднику стихотворения. Ты журналист, судьбы боевой, ждут от тебя большой откровенности, потому правдиво пиши, дорогой, историю своей современности. Анатолий Чернышов в своих материалах полностью оправдывал название газеты. Писал он о человеке труда во всем его многообразии. От работников сельского хозяйства до нефтяного промысла. Каждому пролетарию находилось место в его публикациях. Пишет он в родную газету до сих пор. И в будущее, как и должно советскому человеку, смотрит с оптимизмом. Впереди еще время, как говорится, может открыть и другие горизонты, может все измениться. Но во всяком случае, пока знаменка живет, не сдается, и это очень приятно. Поздравили с праздником и Наталью Ягудину. Спасибо большое, конечно, за то, что вы есть до сих пор, то, что вы нас не забываете. Наталья Евгеньевна работала в газете корреспондентом, а теперь верный читатель «Знаменки». Она живет за городом, и любимое издание доходит до ее почтового ящика не всегда. Современность вносит свои правки не только в план борьбы за аудиторию. Почта. Очень подводят почтовые работники, потому что малая зарплата у непосредственных исполнителей вот этой почтовой доставки. Они не работают, естественно, не доходят до нас никакие издания, ни газеты, ни журналы, поэтому подписка резко упала. Всего за двумя изданиями газет «Знамя труда» и «Эльмет Таннары» числится 11 человек. Корректоры, корреспонденты, редакторы и административный персонал. Марина Юрьевна, Тимур Туманов, Алексей Кузнецов. Новости Юго-Востока.